Вы слушаете аудиоподкаст «Терс», посвященный истории народов Крыма. В этом эпизоде курса лекций кандидата философских наук Надира Бекирова мы поговорим о том, кто такие османлы и как Османская империя повлияла на Крым в 15-18 веках. Какое место занимали янычары, какова была роль гераев, почему Кафу называли маленьким Стамбулом и как османская культура, религия и язык повлияли на жизнь полуострова и на формирование крымско-татарского народа. А также познакомим вас с яркими описаниями многонационального Крыма в путешествиях Эвлия Челеби. Османлы, когда мы говорим об Османлы в Крыму, то это период примерно 15-18 веков. Об Османлы в исторических сочинениях чаще говорят как о турках или турках-османах. Иногда просто как об османах. Все эти термины не вполне точно отражают суть явления. Безусловно, предпосылкой появления Османской империи было вторжение в XI веке в Малую Азию турок-сельджуков, в то время фактически разновидности туркмен, а гузоязычного тюркского объединения, уходящего корнями в гузов-хузов Центральной Азии, восточных соседей хазар. С какого-то момента они соприкоснулись, а потом стали проникать и на территорию Византийской империи. Весь процесс занял несколько столетий. Там были и относительно мирные периоды, и ожесточенные войны. Сначала, казалось, Румея имела огромный перевес. В период ее наивысшего могущества в ней проживало до 52 миллионов человек по современным оценкам. По тем временам цифра ошеломительная. Поэтому она имела огромное преимущество над раздробленными и часто враждовавшими между собой племенами. Однако в ходе дальнейшей истории сельджукам удалось создать несколько собственных сельджукских султанатов. Самый известный из центров Конья, или по-румейски Икония, который, собственно, и трансформировался в современное название Конья. Именно в тот период сельджукский отряд, несколько тысяч человек, побывал и прожил в Крыму около десятка лет в районе Судака, построив там одну из первых мечетей. Сельджуки к тому времени уже все были мусульманами, в то время как большинство населения Крыма еще нет. После чего он покинул полуостров и по суху через Балканы вернулся в Малую Азию. Это вообще отдельная история, заслуживающая внимания, но, к сожалению, у меня достаточно мало информации о нем, и если кому-то интересно, было бы неплохо, если бы кто-то занялся, как это произошло. Эти султанаты, если говорить о мечети, то это снова сейчас мечеть на территории Генуэзской крепости, действующая. Долгое время о ней говорили, что это католическая церковь, построенная генуэзцами, которую, дескать, османы после разгрома генуэзцев обратили в мечеть. Однако же, на самом деле, начиналось все с мечети, построенной сельджуками, а вот уже после того, как генуэзцы укрепились на Южном берегу и в Судаке, они эту мечеть превратили в церковь, не в церковь, а в католический храм, в костел, или как там правильно ее назвать. А уже после краха генуэзцев она снова стала мечетью, а уже в 20 веке, в конце, после возвращения крымских-татар, она была восстановлена в качестве действующей мечети по сей день. Она небольшая, но такая примечательная. Эти султанаты сельджукские также ослабли и были разгромлены Румеей или Византией, однако полной реконкисты не получилось. Наоборот, один из представителей нижнего звена феодальных вождей, Осман-бей, он не был султаном, он был беем, то есть родовым старейшиной. Начал с относительно небольшой территории, зажатой между гор. Мне в свое время пришлось побывать в его бейлике, посмотреть, как там все выглядит. Сумел организовать наступление на византийские или румейские владения, и в течение буквально 100 лет его сторонники продвинулись далеко на запад, перейдя в том числе на европейскую часть румейских владений, обойдя с севера Константинополь и достигнув города на несколько десятков километров западнее него, Адрианополя. В турецком трансформировался в Эдирне, город, который по сей день существует, в том числе с христианскими памятниками, с несколькими красивыми мечетями. Здесь они основали столицу своего вновь созданного государства. Еще через несколько десятков лет, в 1452 году, они сумели взять Константинополь.
Урмея, Восточная Римская империя, пала. На огромных пространствах Западной Азии и Восточной Европы появилась новая империя Османская. Собственно говоря, в ходе этих событий Константинополь превратился в Стамбул. Ну, Стамбул – это уже и русифицированное, в том числе, название. А по-турецки сами турки говорят «Истанбул», который вообще-то трансформировался вот из Константин – Стан, а полис – в Бул. То есть Стамбул – это, ну, как бы деформированное, трансформированное турецкое произношение слова Константинополь. Здесь у нас не место рассматривать детали и анализировать причины конечного успеха турок, просто посмотрим на результаты. Надо сразу понять, что Османская империя была многонациональным, ну, скорее полиэтническим, многоязычным и поликультурным государством. Ислам был официальной религией. Османский султан взял на себя звание халифа, повелителя всех мусульман, ранее остававшиеся у арабских династий Ближнего Востока. Несмотря на длительное военное противостояние и эксцессы, сопровождающие любое завоевание, османы не стали выкорчевывать ни светскую, ни религиозную румейскую культуру. Более того, большинство румеев осталось жить в тех местностях, где они всегда жили, в том числе в Малой Азии. Изменения произошли в ходе и по результатам Первой мировой войны, но это уже начало XX века, 1914 и далее годы, и это тема отдельного разговора. На протяжении столетий после краха Румейской империи румеи, потомки древних греков и других народов, живших на этой территории, православных, говоривших на румейском языке, они, ну, в общем-то, в определенном напряжении, конечно, но тем не менее достаточно мирно существовали, развивались. Османская культура переняла очень многое из румейской культуры. Очевидные примеры – это символы, например, двуглавый орел, архитектура, морское дело, восточные бани, хамам, идущие еще к римским традициям, музыка, национальная кухня и быт, особенно городской. Однако, по мере роста империи, роль, собственно, тюрок в ней уменьшалась и ослабевала. Бывшее население Восточной Римской империи большей частью осталось на своих местах. Туркмены-кочевники, пытавшись сохранять свой традиционный образ жизни, причем вплоть до середины XX века, стали играть в нем второстепенную роль. Османская империя стала страной земледельцев, торговцев, ремесленников и сумела освоить морское дело, как торговое, так и военное. Константинопольский патриархат не был разрушен, и христиане империи продолжали исповедовать православие. Кстати говоря, вокруг этого много спекуляций и мифов. Считается, что турки-османы или османлы преследовали христиан, причем жестко преследовали. Это не совсем правда, или даже точнее совсем неправда, потому что Османская империя, по крайней мере, к авраамическим религиям, то есть к христианам разных конфессий и к иудеям относилась достаточно лояльно. И если происходили какие-то жестокие эксцессы, в том числе подавление восставших, там, с казнями и так далее, то это было связано не с религиозным фактором как таковым, с восстаниями против Османской империи и подавлением этих восстаний, но которые руководствовались или были связаны не с разницей в религиозной принадлежности, а вот с попытками военного противостояния или освобождения от власти Османской империи. В Средневековье все эти вещи были чрезвычайно жестокими, но как такового преследования, притеснения по религиозному признаку в Османской империи не существовало. Конечно, не было той свободы, что ли, действий или того доминирования христианства, которое было в Румейской империи, это очевидно, раз официальной религией был ислам. Но можно просто судить по фактам.
Османская империя господствовала над Балканами 500 лет практически. Ну, там 400-500, да. Ну и просто сравните. Практически все христианские балканские народы, будь это сербы, македонцы, болгары, ну, греки те же, эллины, которые восстановили свое название в XIX веке, и все другие, они сохранились миллионами людей. Если бы было целенаправленное, систематическое, методическое уничтожение, преследование по религиозному признаку, то эти люди бы просто не дожили до эпохи своего освобождения, до конца XVIII-XIX веков. Их бы уничтожили, как уничтожили огромное количество народов в течение того же периода. Ну, возьмите, допустим, колонизацию Америки, да, или колонизацию разных других государств, где от местного населения практически ничего не осталось, или остались какие-то считанные тысячи, десятки тысяч. Собственно говоря, национально-освободительные войны на Балканах, которые довольно успешно шли весь XIX и даже начало XX века, они стали возможны только потому, что эти разные этнического происхождения христиане не были уничтожены за 400-500 лет. Совершенно очевидные доказательства, на которые почему-то никто не хочет обращать внимание. Хотя, не заметить их невозможно. Я не говорю, что там не было религиозного гнета или там ограничений в правах вообще, но сравнить это с поведением европейцев, тех же христиан, на территориях, которые они завоевывали, как они себя вели по отношению к местному населению, просто невозможно. Это разнопорядковое явление. Но государственная карьера в Османской империи была связана не столько с этническим происхождением, сколько с религией. Человек любой национальности, в том числе иностранец, а таких были сотни, в том числе и из Западной Европы, приняв ислам, мог поступить на государственную службу и при наличии способностей и везения мог занять наивысшие должности в империи, не считая трона султана, на который могли претендовать исключительно потомки Осман-бея. Стать османским пашой – это одна из высших государственных степеней. Они были либо губернаторами провинции, либо военачальниками, командующими армией. Мог румей, албанец, грузин, армянин, славянин, немец, кто бы то ни было, если он соответствовал этим условиям. Более того, османская армия с какого-то момента перестала быть традиционным тюркским народным ополчением. Ее основы составил корпус янычаров. Янычар – это по-русски, по-турецки и первоначально это янычари, которые переводятся как «новая армия» или «новые вооруженные силы» по-тюркски, которые в огромной массе были не тюрками. Причем именно что не тюрками в огромной массе, если не поголовно. Ни в коем случае не пытаясь приукрасить ситуацию, я хочу лишь обратить внимание, что Средневековье, да и даже новое время, нигде в мире не были достаточно гуманными, мягкими, такими, знаете, демократическими или уважающими права людей временами. Это все дожило, в том числе благодаря европейцам, до середины XIX века, потому что фашистские, нацистские режимы образовались как раз в первую очередь в Европе. Поэтому, разумеется, в Османской империи это было далеко не идеальное по современным понятием общества, но когда смотришь какие-либо фильмы, репортажи, там рассказы об Османской империи, там прям вот с таким кипящим возмущением часто рассказывается, что на невольничьих рынках покупались мальчики других национальностей, а иногда даже забирались прямо с места их жительства, где-нибудь там на Балканах или на Кавказе, или где-нибудь на Ближнем Востоке. Их обращали в ислам, воспитывали в закрытых военных учебных заведениях, делая профессиональными военными, профессиональными солдатами на всю жизнь и офицерами. Но при этом надо обратить внимание, что тюрки по происхождению не имели в вооруженных силах и государственном аппарате никаких преимуществ. А янычари с определенного момента, это не сразу произошло,
они стали играть все более и более возрастающую роль, собственно говоря, в государственном аппарате Османской империи. И дошло до того, собственно, это была эволюция, похожая на мамлюков в Египте, когда к концу XVIII и даже к началу XIX века они совершали государственные перевороты, устанавливали угодных им султанов. Это отчасти напоминает в том числе и то, что шло в России, когда разные дворянские заговоры там кончались убийством императоров, царей, ставили угодных им лиц. И только, по-моему, в 1827 году удалось на фоне очередного мятежа янчари разгромить их, и после этого они перестали играть такую существенную роль, как в политике. Собственно, они как исчезли как политический класс, и в военном деле, когда османская армия стала набираться по другим принципам, а не по принципам формирования яничари из не тюрок и не мусульман. Сами османские султаны по крови довольно быстро перестали быть тюрками. Да, по происхождению они вели начало от Осман-бея, однако женитьба на женщинах других национальностей, черкешенках, арабках, гречанках и других, не только их, уже в нескольких поколениях превратила их в сложных метисов. Матерью одного из известнейших султанов, Сулеймана Кануни, или законника, или законодателя, была украинка, по другой версии молдаванка, Роксолана, бывшая пленница, которую в народе называли Хурем-Султан, улыбающаяся султанша. Кстати говоря, заняв на много лет ведущее положение во дворце, не только в политическом смысле, но даже в чисто таком, знаете, семейном, потому что по дошедшим с тех пор рассказам Сулейман был настолько в нее влюблен, что пренебрегал другими женщинами. Воспитание османские принцы получали уже не в традициях тюрков, а в сложных, выработанных на основе византийских или румейских, арабских, персидских традиций, правилах османского этикета и учености. Официально в империи стал так называемый османский язык. По-русски его называют староосманский, что не совсем точно. Он из-за включения огромного количества арабских и персидских заимствований, и не только лексических, но и грамматических, практически был неизвестен и непонятен огромной массе населения, которое говорило на своих национальных языках, вариантах тюркского, арабском, румейском, славянских, берберских и других, но использовался в делопроизводстве, религиозных текстах, изящной словесности и армии. Само слово «османлы» прилагательное, в переводе на русский «османский». Это несколько напоминает на формирование названия этноса «русский». Оно означало не национальность, а подданство империи и принадлежность к мусульманам. Что касается антропологического типа, то внешне османлы, как и современного турка, практически невозможно было бы отличить от грека, курда, армянина, грузина, албанца, перса, а часто и славянина, жителя Средиземноморья. Условно можно сказать, что в большинстве своем это были люди с относительно смуглой кожей, с прямым или с горбинской носом, с коричневыми или черными глазами, хотя в меньшей степени, но немало было людей светловолосых, светлой кожей, серыми или голубыми глазами, и блондинов, иногда даже рыжих. Легкая монголоидность встречалась очень редко. Внешний облик османлы делали не столько его антропологические данные, сколько религия, язык, одежда, поведение, культурные привычки. Именно такой флот и атаковал генуэзские колонии в Крыму. Как за 1000 лет до этого у римлян в османской армии, одержавшей победу, были люди разной этнической принадлежности, языков и традиций. Утверждение власти османских султанов в части Крыма сопровождалось несколькими факторами. Во-первых, пленный крымский хан Менглигерай был отпущен на свободу, привезен в Крым, и власть над Крымским ханством была ему возвращена. В ряде источников я читал, что он провел в Стамбуле в плену 7 лет, но детально этим не занимался. Возможно, Османской империи не улыбалась перспектива затяжной войны в северных степях с неизвестно кем в случае убийства Менглигерая и неясным исходом, потому что
одно дело захватить побережье, а другое дело пешим порядком или на конях идти по всей территории Крымского ханства, где достаточно было еще военных сил, которые, ну, по сути говоря, могли себя вести так же, как в свое время скифы с Дарием. Более того, был подписан договор, в котором был пункт, в истории до него дело так и не дошло, но тем не менее он был, что в случае пресечения рода Османа трон в Османской империи должны занять представители рода Гераев. В Крыму хана назначал султан, и снова-таки только из рода Гераев. Этим были предотвращены возможные претензии других чингизидов на крымский престол. С этого момента и крымские принцы стали воспитываться вдали от родины. Не как раньше у черкесов, а, по сути говоря, многие из них рождались, проживали всю жизнь где-то там в Стамбуле. Кстати говоря, часть домена крымского хана была на острове Родос. Почему, собственно говоря, туда и был сослан последний крымский хан Шахин-Герай, который предал, собственно говоря, свое собственное государство, и там и был убит тоже османами. Это он был там не первый, потому что в Родосе была, ну или где-то там на Родосе, была земля, в которой, ну, жили потомки рода Гераев. Я знаю, что такие места были и под Стамбулом, но то есть там получалось так, что представители рода Гераев могли родиться, прожить всю жизнь на территории Османской империи, так и не увидев за всю свою жизнь Крыма. И только некоторые из них попадали в Крым. Крымский хан и его армия должны были участвовать в военных походах по приказу султана, что, собственно говоря, многократно и происходило. Но крымские татары выполняли не полностью, не на 100%, но в значительной степени роль легкой конницы в армии османов, османовых султанов. И довольно успешно. Хотя сама конница только к крымским татарам не сводилась, тем не менее, это был всегда важный компонент османской армии. Во-вторых, Османская империя сохранила суверенитет Крымского ханства на тех территориях, где оно существовало, за исключением горно-лесной зоны и южного берега, взяв в свое подчинение только территорию бывших генуэзских колоний и Феодора. Управление осуществлял османский паша, чья резиденция была в Кафе, то есть Феодосии. У него был воинский контингент. Отдельные гарнизоны стояли в Мангуб-Кале, самой Кафе, Кизлеве, нынешней Евпатории, Судаке, Ени-Кале, пограничной крепости на крымской стороне Керченского полуострова. Там до сих пор сохранились развалины Османской крепости, ну, которые там ходят, посещают туристы. На Оре, то есть Перекопе, и на месте нынешнего Севастополя, в Балаклаве. Как видим, это все портовые города и погранично-полицейская служба. Паша не вмешивался во внутренние дела ханства, массовое переселение крымских татар на территории Санджака не допускалось, но какой-либо закрытой границы не было. В-третьих, не было и массового заселения Крыма Османлы, не считая военных, администраций и частных случаев. Купцы, путешественники, священнослужители, ученые, преподаватели, ну, может быть, просто желающие. Но некоторые источники отмечают, что вооруженные огнестрельным оружием османские отряды большей частью состояли из румеев и албанцев. Но опять-таки не только. Надо обратить внимание, что, конечно же, из Малой Азии и других территорий Османской империи приезжали люди, тем более это продолжалось несколько сот лет, и передвижение было достаточно свободным. Если ты мог себе финансово и физически позволить ездить по Османской империи, то тебе никто не препятствовал, в том числе оставаться там, где ты считал нужным, или возможным. Но массового переселения такого не было по, опять-таки, понятным причинам. Южный берег Крыма и горно-лесная часть, они достаточно ограничены в своих природных ресурсах. И если, скажем, захват Балкан и попытка потом Османлы продвигаться дальше в Европу, в том числе в Венгрию и в Австрию и так далее, она могла иметь, помимо каких-то идеологических соображений, сугубо экономические, то есть расширить
экономическую свою территорию, то в Крым можно, конечно, было привезти еще несколько тысяч людей, но вопрос, на какие средства и в каких условиях они бы тут жили и работали, потому что Южный берег и Феодора имели достаточное население, которое, опять-таки, там более 1000 лет складывалось, жило, практически заняло всю возможную землю. И о чем мы уже говорили, там какого-то массированного производства зерна, которое, собственно, и нужно для жизни людей, все-таки не яблоки, не груши, не персики, оно не было. Поэтому Южный берег был просто экономически, как бы это сказать, неинтересной территорией в том смысле, чтобы там расширять землевладение и какие-то большие урожаи собирать. Поэтому есть некоторые источники, которые говорят, что какая-то часть румеев из Османской империи продолжала переселяться на Южный берег, но вряд ли можно говорить о многих тысячах людей. Был такой еще интересный сюжет, что в Крым на Южный берег из Османской империи без права возвращения ссылали каких-то там уголовных преступников в качестве наказания. Как это делали британцы, скажем, посылая там из Ирландии, из Британии людей в Австралию. Но это было поближе, и я не думаю, что так плохо. Опять-таки, это давало какое-то этническое разнообразие, добавляло к Южному берегу, с чем, возможно, и связаны какие-то особенности южнобережных, не одного южнобережного говора, а южнобережных местных диалектов. Некоторые они выросли из доосманского периода, некоторые, видимо, подверглись османскому влиянию, там, а также те, кто был под властью османов, и вот такую это создавало интересную мешанину, которая в определенной мере напоминала нынешний Дагестан. Установление политических и культурных связей с центром огромной империи имело для Крыма в какой-то мере характер культурного стимула. Оживленная торговля через Черное море, прибытие нового контингента исламских вероучителей, знакомство с достаточно изощренной художественной культурой Османской империи, музыкой, стихосложением, философскими трактатами, архитектурой, одеждой, впитавшей в себя достижения влияния всего Ближнего Востока, включая и Средиземноморское побережье, и Египет, и нынешний там Ливан, Палестину, Сирию и так далее, на какой-то период стимулировало появление и развитие соответствующих направлений культуры в самом Крыму. Кафа в этот период настолько процветала и была столь богатым и изысканным по стилю жизни городом, что ее долго называли Küçük Istanbul. На османский манер Küçük Istanbul, то есть маленький Стамбул. От нее пытались не отстать Крым, Судак, Бахчисарай, Кизлев, или на османский манер Гезлев. Активно развивалось литературное и научное творчество. Письменные источники, доступные в настоящее время, содержат упоминание 175 имен авторов литературных произведений, живших на протяжении 300 лет в Крыму в этот период. Хотя сами произведения дошли, разумеется, в меньшем объеме. Я прошу обратить внимание, многие ли европейские страны, европейские народы могут за 300 лет нового времени назвать 175 имен авторов литературных произведений? Думаю, что не очень. Но если даже и есть такие, то я просто хочу сказать, что такая вот художественно-культурная жизнь в Крыму, в том числе на Южном берегу, тогда просто процветала. Известны работы не только по теологии или философии, что сейчас уже считается само собой разумеющимся для Средневековья, но и по математике, геометрии, астрономии, другим естественным наукам, исторические и публицистические трактаты, что до конца XX века замалчивалось, было неизвестно, а если что-то куда-то и попадало, то часто целенаправленно уничтожалось. Но в настоящее время, к счастью, уже есть специалисты, которые в этом разбираются, и если кому-то интересно, то можно, собственно, найти публикации по этому поводу для того, чтобы посмотреть, как это было на самом деле, а не так, как в школьных учебниках. Утверждение ислама в качестве религии большинства жителей Крыма
привело к повышению уровня грамотности. Начальные религиозные школы, медресе, обучая чтению Корана, само собой учили читать и писать арабской графикой, которая, однако, могла быть использована и в действительности использовалась для чтения и письма на складывавшемся к этому времени крымско-татарском языке. Нужно подчеркнуть, что ислам в Крыму, в отличие от многих других регионов, распространялся исключительно мирным путем. К принятию его подталкивала возможность, как и в Османской империи, сделать военную или государственную карьеру, а также освобождение от налога на немусульман джизьи. Однако ни христиане, ни иудеи, ни караимы никоим образом не принуждались к обращению в ислам. От язычества же масса людей отказались значительно раньше. Его пережитки сохранились, в том числе и по наши дни, в виде разного рода поверий, примет, предрассудков, народных методов лечения, некоторых культурных традиций. Тенгрианство еще раньше нашло компромисс с христианством и с исламом, переход в который для тенгрианцев облегчался верой в единого Бога. Важным явлением культурной жизни Крыма стал суфизм, распространенный в Османской империи. Выразить коротко сущность суфизма не очень легко. Это течение в исламе, которое допускает постижение и приближение к Всевышнему не только путем строгого соблюдения предписанных правил поведения, ритуалов и молитв, но и путем внутреннего напряжения душевных сил и стремления к совершенству. При таком подходе, трактуя Аллаха как совершенство, суфизм стал поощрять искусство и науки, развитие которых он считал формой и способом приближения к Аллаху. Суфизм, существующий по настоящее время, и, кроме того, есть разные направления суфизма, поддерживает философию, стихи, музыку, некоторые танцы, физические упражнения, архитектуру, личную гигиену, убранство домов, изящную одежду, красивое, эстетичное вообще, если это не становится самоцелью. Поскольку с его точки зрения, будучи совершенством, Аллах любит красоту. Не все течения ислама разделяют такой подход. Но в Крыму он задал тон для того, чтобы сотни и тысячи людей, считающие себя суфиями, включая крымско-татарскую знать и ханов, поощряли развитие искусств и сами занимались ими. Довольно многие выходцы из Османской империи поселились в Крыму, особенно в Османском Санджаке, навсегда. Это были отставные солдаты, торговцы, священнослужители, ремесленники, моряки, в меньшей степени земледельцы. Некоторые привозили в Крым свои семьи, другие заводили их на месте. Заключение браков с местными мусульманами вообще не порождало проблем. Добровольный переход какой-то части крымских христиан в ислам также поощрял межэтнические браки и создание смешанных по языку и культуре семей. Разговорный язык османлы все же отличался от официального. Нельзя в обиходе говорить на языке официальных документов. Поэтому он оказал определенное влияние в тех местностях, где долгое время проживали или несли службу османлы. В связи с этим я бы хотел немножко поговорить о моих ощущениях относительно влияния языка османлы или турецкого языка на крымско-татарский. Конечно, в полной мере это для того, чтобы дать оценку, нужно исследовать огромное количество литературы, причем средневековой крымско-татарской литературы, и османской, и архивы. Есть отдельные специалисты, которые в этом очень неплохо разбираются, но основной массив литературы просто не исследован. Но к тому же, когда речь идет о влиянии одного языка на другой, нельзя ограничиваться только, собственно говоря, его литературной версией или литературой как таковой. Вот по моим наблюдениям и ощущениям в Крыму, когда говорят, что южнобережные говоры, отчасти некоторые там горно-лесные, там где-то в Бахчисарае, но больше все-таки по южному берегу, ангутское на них влияние связано с тем, что и южный берег и горно-лесной Крым находились несколько столетий под властью Османской империи, не совсем точно. Это легкое, простое объяснение, но при внимательном рассмотрении оно не совсем выглядит правдоподобным. Из всех крымско-татарских говоров наиболее близок к, собственно, османскому или к турецкому языку судакский говор, судакские диалекты, причем они сами тоже там делятся.
что можно связать с тем, что на протяжении нескольких столетий там стоял османский гарнизон. Я думаю, что можно было бы сказать то же самое и Феодосии или Кафе, но просто в Кафе и Феодосии очень мало осталось в настоящее время крымских татар, да и к XIX веку их было уже достаточно мало. А там, где они компактно проживают, то это как раз вот Судак и его окрестности. Наиболее характерной чертой этого говора является, во-первых, озвончание первых там КГ, допустим, гель, но еще более характерный это аффикс прошлого времени. Я не знаю, как точно называется он, лингвистически или филологически, потому что в разных языках это тоже по-разному называется, но который звучит очень характерно. Мыш, гель-мыш, кит-мыш, ал-мыш и так далее. В том числе и более сложные формы гель-мыштым, ал-мыштым, кит-мыштым, которые, а также слияние некоторых глагольных форм, которые в других говорах, в литературном крымско-татарском языке разделяются, допустим, келеджек эдым, сударски говорят геледжек тым или аладжак тым. Это очень напоминает современный турецкий язык, но и, вероятно, напоминает классический, так сказать, условно говоря, народный османский язык, потому что официальный язык переходил все-таки на более низкий уровень, на котором люди общались между собой, как общеимперский язык, там, где он имел распространение, за исключением каких-то, собственно, закрытых районов, где выходцев из Малой Азии или там прибрежных районов было мало. Там сохранялись свои собственные языки, и контакты, собственно, с османским языком были минимальные. Но вот здесь как раз это побережье. А вот если говорить об алушинских и ялтинских говорах, тем более об ахчисарайском, то, в общем-то, сказать, что это как-то напоминает сильно современный турецкий язык, я не могу. Что касается османского, тоже мне трудно судить, но с моей точки зрения, скажем так, агузский пласт в современном крымско-татарском языке появился не в последние столетия, благодаря тому, что часть Крыма была под контролем Османской империи, а гораздо раньше. Потому что если смотреть историю развития тюркских языков, то примерно до X-XI века вот такого сильного различия между агузскими, как это они сейчас обозначаются, языками и кыпчакскими не было. Более того, есть достаточно обоснованная теория, что кыпчакские языки своего рода выделились. Это более модерновые, более поздние языки из агузских языков. До X века, собственно говоря, такого выраженного деления не было. А если говорить о внешнем проявлении, то им стала война между печенегами, о которых я уже рассказывал, и кыпчаками или половцами. Первые говорили на агузском говоре, вторые говорили, собственно, на кыпчакском, половецком. Однако тюрки, которые проникали в Крым еще с эпохи до нашей эры, начиная со скифов и позже, и через гуннов, и хазар и так далее, они говорили на языках, которые, строго говоря, так не делились сильно на агузские и кыпчакские, как большие общности. Скорее, там какие-то роды и племена, каждый говорил на своем особенном языке, которые в общем и целом были ближе к тому, что мы сейчас называем агузскими. И поскольку именно их потомки живут в горно-лесной местности и на южном берегу Крыма, то есть те первые тюрки, часть которых оставалась в горно-лесном Крыму и проникала на южный берег, это не было очень большой массой, но зато это продолжалось столетиями, если не тысячелетиями, то они-то как раз и заложили основу вот этих современных говоров, которые сейчас расцениваются как агузские. А влияние Османской империи, османского языка на горно-лесной и в большей части на южнобережные говоры, оно, безусловно, было, но не в такой степени, чтобы заложить, так сказать, народный язык, обыденный, повседневный, массовый в каждой деревне, в каждом селе. Все-таки литературное и политическое влияние. Надо учитывать, что обязательного государственного языка в нынешнем понимании, который бы все обязаны были изучать и на нем говорить, в Османской империи в том числе не было. Государственный язык – это язык
государственных чиновников, а не язык народа. Каких-то газет, там, интернетов, других средств массовой информации, рекламы там уличной или там какой-то видео, аудио реклама, которая сейчас загружает сознание человека и даже исподволь приучает его к тому или иному языку, тогда тоже не было. Люди говорили так, как им было удобно. И мне представляется, что вот агузский, то, как он сейчас обозначается, агузский пласт в крымсатарском языке, это большей частью пласт тюркских говоров и наречий, которые проникали в Крым и оставались в разных его местах, закреплялись там или распространялись как раз до X, XI, XII века. А половецкий пласт или кыпчакский пласт – это, конечно же, древность рассматривать трудно или первое тысячелетие, но, очевидно, с появлением в причерноморских степях половцев он оказался очень сильным, он оказал влияние не только на крымсатарский язык, но и на кавказские тюркские языки, на поволжские тюркские языки, и на среднеазиатские тюркские языки и так далее. Это, видимо, было ввиду массовости половцев, кыпчаков, которые тоже не были одним народом или одним государством, но в силу своей многочисленности и смешения с другими местными народами, как тюркскими, так и не тюркскими, очень повлияли и в культурном, и в языковом, и в антропологическом отношении. Но мне кажется, опять-таки, для специалистов это интересный вопрос, поэтому они должны им отдельно и позаниматься. Османлы оставили в Крыму значительное количество разнообразных памятников. Ну, неплохая, так сказать, их подборка есть в Кизлеве, или, как сейчас говорят, Евпатории, это Джума-Джами, причем соборная мечеть, возведена она одним из величайших архитекторов Средневековья, в том числе Османской империи, Мемаром Синаном. Но, собственно говоря, Мемар – это не имя, это как раз профессия, архитектор. Имя его Синан, специально для этого приплывшим из Стамбула на корабле, прожившем в Кизлеве несколько месяцев. Насколько известно, Синан за пределы Кизлева, ну, по крайней мере, надолго и далеко не выезжал. То есть его задача была создать эту Джума-Джами, ну, пятничную мечеть. Надо сказать, что в Крыму она ценится как выдающийся памятник архитектуры. Его даже в советские времена, к счастью, не разрушили. Правда, сделали музей религии и атеизма. Я еще его в таком качестве видел. Потом я видел, как оно снова было возвращено в статус джами. Но, опять-таки, надо понимать, что в том же Стамбуле подобных мечетей, ну, десятки. А по Турции нынешней, может быть, и сотни. Это не было очень крупной мечетью. Достаточно сравнить ее размеры с размерами там Сулеймания или каких-нибудь других крупных. Это была для местных мусульман, для крымских татар Джума-Джами, соборная мечеть, пятничная. Но особая функция заключалась в том, что человек, получивший фирман на ханство в Крыму от османского султана, прибывал в Крым кораблем именно в Евпаторию. И именно в ходе там ритуалов и молебнов Джума-Джами его провозглашали крымским ханом на крымской земле. Как правило, предыдущие последующие крымские ханы не встречались, потому что прежний крымский хан, уже утвержденный фирманом султана ранее, он получал известие о прибытии нового и покидал Бахчисарай, ну, там разными путями, не бегством, это тоже был официальный как бы уход, но он уезжал или в Кафу и дальше следовал в Стамбул, или, как некоторые, через Керченский пролив уходил на Кавказ там и жил уже как более-менее частное лицо, хотя и знатное, но за пределами Крымского полуострова. А вот вновь получивший полномочия крымский хан, он из Кизлева в течение нескольких дней доезжал до Бахчисарая и вступал официально в правление Крымом. Кроме того, в Кизлеве есть такие дервиши ордена Мевляна. Надо сказать, этот орден, он до сих пор существует и действует в Турции. Его центром является Коня, та самая, которая одно время была столицей сельджукского султаната. Орден Мевляна очень популярен в современной Турции, много у него поклонников, и он известен очень своим своеобразным танцем, вращением на месте под специальную музыку. Ну, там более длинный ритуал, кого это интересует, может поискать в
в интернете и найдет и предания об этом ордене, и рассказы о нем, и сам танец дервишей. Но надо сказать, что дервишские ордены был не единственным в Крыму. Там были и другие ордена, но этот наиболее известный. Остатки турецких бань есть в Кизлеве и в Патории, но надо сказать, что они действовали еще в 70-е годы 20 века. То есть люди, приезжавшие в Крым или жившие в Крыму, могли в Кизлеве сходить в баню не просто, как сейчас, там, новодел под восточную баню, а в реальную восточную баню, которая была построена в Средневековье. Но, опять-таки, насколько я знаю, ее разломали, разграбили, и сейчас она не действующая. Господство Османлы над горно-лесным Крымом и южным побережьем закончилось в 1778 году, когда по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору между Османской империей и Российской Крымское ханство было объявлено независимым государством, гарантами чего выступили обе империи, а власть над бывшим османским санджаком была передана крымскому хану. Это также имело свои этнокультурные последствия. За 300 лет присутствия в Крыму значительная часть Османлы смешалась с местным населением. То есть вот эта поликультурная, полиэтническая волна переселенцев из других регионов Османской империи, она осела в Крыму, смешавшись с теми, кто к этому времени уже жил на южном берегу Крыма и Феодора. Ну, кто это были, мы говорили раньше, обсуждая Феодора и обсуждая южный берег. Непосредственным предшественниками были генуэзцы, но генуэзцы не составляли большинства населения. На южном берегу они держали его под политическим контролем, а само население было все-таки тавро-скифского происхождения, готского, немножко аланского, но вот это вот, я говорю, где-то напоминало Дагестан, к которому еще добавились какие-то разные влияния из других частей Османской империи, причем не только тюркские. В отличие от некоторых предшествующих завоеваний, речь не шла о массовых изнасилованиях, наоборот, это было вполне мирное постепенное смешение генотипов. Из Крыма уехали те, кто не хотел терять связи с Османской империей после 1778 года, и то далеко не все. Население горно-лесного и южнобережного Крыма, состоявшего к этому времени в большинстве своем из тюркоязычных мусульман, это ни в коем случае не означает, что мусульмане вытеснили христиан. Большинство бывших христиан разного этнического происхождения приняли ислам и постепенно перешли на тюркский язык. Веками общавшиеся и роднившиеся со своими соседями из Крымского ханства практически не заметило это исчезновение государственной границы между двумя частями Крыма. Южнобережный говор обогатился новыми наречиями, а культура Крыма – элементами, принесенными сюда Османлы. Крестьяне были, практически принудительно вывезены царским правительством в 1778 году. Об этом я говорил, когда рассказывал о эллинско-византийской культуре в Крыму, о христианах, о Феодора, поэтому, кому интересно, вернитесь к этим частям, где они, кто они. Но это было примерно 31 тысяча человек, по официальным данным штаба Суворова и епископа Игнатия, которого царское правительство привлекло также для организации этого массового выхода христиан из Крыма. Так вот, по их данным, это было примерно 31 тысяча человек. И было несколько пятен христиан, в основном вокруг Херсонеса, нынешнего Севастополя, Байдарская долина. Очень небольшая часть по южнобережному Крыму, по селам горным. И, опять-таки, армяно-кыпчаки в районе Феодосии, Старого Крыма, тоже небольшое пятно. Но к этому времени уже значительная часть, может быть, и большая часть, сейчас опять-таки это надо искать в архивах, сложно говорить точные цифры, была уже мусульманами. Но если принять население где-то 50 на 50, то, значит, примерно такое же количество, 30 тысяч мусульман или около того, может быть, чуть больше, жило в это время на Южном берегу, будучи мусульманами и говоря на тюркских языках. Были и тюркоязычные христиане, урумы, о них я тоже рассказывал. Южнобережный говор обогатился новыми наречиями, а культура Крыма – элементами, принесенными сюда Османлы и ставшими частью будущей общей крымско-татарской культуры. Для того, чтобы завершить часть, посвященную этносам, осевшим преимущественно в горно-лесном предгорном Крыму,
надо еще раз упомянуть о кавказцах. Что значит кавказцах? Это не означает лицо кавказской национальности, как сейчас, а довольно интересное наблюдение Эвлия Челеби. Книга Эвлия Челеби, османского путешественника XVII века, заслуживает внимания по целому ряду причин, но она у него очень большая, длинная, состоит из многих частей, и только часть ее посвящена Крыму и Крымскому ханству. И, разумеется, она сама по себе просто интересна. Издавалась в переводе на русский язык в нескольких местах, и причем не всегда целиком, а фрагментами. Но я сейчас говорю о том, что есть в ней, посвященном Крыму. Крым он был в 1666-1667 годах. Это вторая половина XVII века. Это, в общем-то, достаточно сильная ханская власть в Крыму, хотя за это время тоже сменились несколько ханов. Это достаточно сильное крымско-татарское государство. И в то же время это как бы на тот период, на тот взгляд, непоколебимое османское владычество над южным берегом Крыма, частью горно-лесного Крыма и так далее. И Эвлия Челеби, он был в каком-то смысле типичным османлы, потому что когда биографы разбирают его происхождение национальное, то выясняется, что у него там в крови есть и арабы, и тюрки, а мама его конкретно была абхазской. Поэтому, когда он путешествовал по Османской империи и за ее пределами, он как бы за ним стояла вот эта вся история Османской империи, все ее сложности религиозные, этнические, и о них он довольно неплохо был осведомлен. И поэтому то, что он видел и описывал, он делал, как можно это было дело для XVII века, сознанием дела. И в частности, когда он описывает Крымский полуостров и некоторые заперекопские земли, некоторые кавказские земли, на которых он тоже бывал, он называет множество различных этнических, национальных, племенных имен, которые свидетельствуют о том, что Крым и тогда был, в общем-то, многонациональным, но он был несколько иначе многонациональным, нежели это сейчас принято называть. И, в частности, применительно для Крыма он употребляет, скажем, такие названия, как Бадрак. И Бадрак – это народ или племя в Крыму, которые в то время были хорошо известны. В настоящее время есть село, которое называется Тау-Бадрак, то есть горный Бадрак. Это как раз территория, где кончалась земля Бадраков. Они выставляли какой-то отдельный отряд для ханской армии. Он говорит о нагаях несколько раз, причем в разном контексте. Татары нагайские или улу-нагаи, или урмит-нагаи, урмит-нагаи, урак-нагаи, черкесы, абхазы и так далее. Он татар делит на татар буджарских, татар астраханских, добруджинских, представь себе татар калмыцких, но это, скорее всего, калмыки есть, татары кубанские, татары прибрежные. Он упоминает татов, упоминает цыган. И я хочу сказать, что то, что он пишет, конечно же, не абсолютно стопроцентная адекватная достоверная информация. Например, как-то так случилось, что хотя по Крыму он довольно много ездил, он так и не побывал в Судаке и в его окрестностях. И его описание Судака, скажем так, прямо не соответствует действительности, потому что своими глазами он его не видел. В частности, он говорит, что Генуэзская крепость стоит там на преступной скале, и что даже это было для него причиной, почему он не поехал в Судак. Там очень трудно добираться. Те, кто бывал в Судаке и знает, как Судак связан с внутренними районами Крыма, конечно, понимают, что это не так. То есть, где-то у него какие-то перегибы тут есть, но, тем не менее, это очень ценный источник. Где-то он говорит о целых племенах, где-то он говорит о людях разных национальностей живут в Крыму. Например,
когда он говорит о банях Бахчисараев, он упоминает банщиков и ляхов, русов, караимов. Ну, русы в это время это уже не русы X или там 8 века, это, в общем-то, русские выходцы из Московской Руси, ну и прилегающих там регионов и так далее. То есть, так или иначе, кому это интересно, надо взять книжку, почитать. Она издавалась в том числе в Крыму в 2008 году. Вот та часть, которая посвящена Крыму, она есть практически во всех крымских библиотеках, кое-где встречается и в магазинах, и кроме того, ее можно найти и в интернете. Поэтому для того, чтобы насобирать информацию о Крыме, она является достаточно важным источником. Книга путешествий «Крым и сопредельные области» Эвлия Челеби. Наберите это в интернете, вам попадется соответствующее издание в цифровом виде. Называется «Извлечение сочинения турецкого путешественника XVII века», издательство «Доля», Симферополь, 2008 год. Но почему я сейчас о нем говорю, помимо просто рекомендации его почитать? Потому что даже по описаниям его, в общем-то, пока показано, что Крым вот в ту эпоху, наверное, почти максимального могущества Крымского ханства как государства, но в пределах тех границ, которые оно занимало, и относительного спокойствия как бы экономического и политического, устойчивых взаимоотношений с Османской империей, тоже показывает, что шел интересный процесс, о котором я говорил применительно к другим эпохам. Можем сказать, что сформировалась крымско-татарская нация как государствообразующий народ, но внутри этой крымско-татарской нации, как государства образующего народа, а в теоретическом плане я об этом поговорю позже в другой лекции, потому что у меня свои взгляды на то, что такое нация, какую нация и нации роль играют в истории в своей и вообще в мировой. В ней шел процесс консолидации разных этнических групп, преимущественно тюркского происхождения и к тому времени преимущественно мусульман, но не только. То есть еще внутри этнические различия среди крымских татар отчетливо проступали для внешнего путешественника, который замечал различия и в культуре, и в внешнем виде, и в языке. И при всем при этом это уже обобщающе, когда он говорит о населении Крыма, а доминирующим он называет крымских татар. Тут у него как бы нет никаких сомнений. Это важно, то есть само появление крымско-татарского народа в нынешнем его виде – это процесс консолидации, оккультурации, генетического взаимопроникновения различных этнических групп, народов, племен, больших, меньших, иногда очень небольших, иногда довольно существенных. Ну и, в частности, опять-таки, можно сказать, что к его эпохе горные крымские татары включили, опять-таки, существенную часть выходцев с Кавказа. В частности, он говорит, что как раз Минглигераю, один из османских султанов, представил вооруженный отряд в 12 тысяч человек. Они все это время провели в Крыму, но прожили 200 лет к моменту появления там Эвлии Челеби, и из Крыма никуда не выезжали, а состояли, он, как говорит, из черкесов, абхазов и грузин. Но к моменту появления Эвлии Челеби они уже составляли только 3000 человек. Он это объясняет тем, что были военные конфликты, они погибли. Но если посмотреть реальную историю Крыма той поры, то за эти 200 лет вот в горно-лесной части не было таких конфликтов, чтобы 12 тысяч человек вооруженных в 4 раза уменьшились. Собственно говоря, это уже не те люди, которые пришли как отряд от османского султана в Крым, а он их называет. Это дети черкесов, грузин и абхазов. То есть, по сути говоря, за 200 лет прошла ассимиляция. Они по-прежнему несли, это были профессиональные потомственные военные, они несли военную службу, они были пехотой, как бы стражами. Это было важно, потому что, собственно, крымско-татарское войско состояло преимущественно из конницы. Он их называет детьми, ну, то есть потомками.
людей, которые 200 лет прожили в Крыму. Ну и раз дети, то понятное дело, что придя сюда 12 тысяч мужчин, женились здесь на местных женщинах, а вот их дети уже и были продолжением их дела, воинской службы. Но опять-таки от некоторых специалистов по истории Крыма я слышал, что в эту же примерно эпоху значительную часть хлебопекарей в Крыму составляли лазы. Лазы – это этническая группа, народ когда-то самостоятельный, живущий на противоположном берегу Черного моря, Трабзона. У них есть свой язык, близкий к грузинскому. Сейчас они разговаривают на двух языках, на собственном лазском и на турецком языке. Ну и мусульмане, и в частности действующий президент Турции Таyyip Реджеп Эрдоган, он, кстати, из лазов, о чем в Турции многие знают, но при этом себя определяет как турок и является главой государства там. В Крыму лазы тоже были выходцы оттуда, и они занимались хлебопечением, особенно по южному берегу. Так что южный берег, горно-лесной Крым, он так и был таким интересным очень центром, где смешивались разные народы и этнические группы, и становились этим субстратом, из которого потом складывались как раз южнобережные горно-лесные крымские татары. Как мы видим, опять очень разные. От эллинов и тавров до представителей кавказских народов и малоазиатских народов и так далее, которые попадали в Крым разным образом. Но при всем при этом, опять-таки, надо понимать, что общей такой базой, на которой они формировались, был тюркский язык, тюркская культура, впитывавшая в себе разные другие культуры и языки. Отсюда и диалекты, отсюда и особенность произношения во внешности, в бытовом укладе, в строениях, в дизайне, в блюдах, в обычаях, в музыке. И ислам. С определенного времени, конечно же, ислам. Потому что те, кто принимали ислам, они быстрее интегрировались в эту единую общность. После ухода Османской империи с южного берега эта территория была объявлена частью Крымского ханства, и процесс консолидации между северной частью Крыма, степной, предгорной частью Крыма, которая уже входила в Крымское ханство, и где уже совершенно ясно для себя и для других сложились крымские татары, пошел процесс вхождения в общую крымско-татарскую нацию. И части, потому что какая-то часть уже была крымскими татарами, и части населения горно-лесного Крыма, причем по своим корням очень разнообразного, и южнобережного Крыма. Таким образом, собственно говоря, в пределах Крымского полуострова стал складываться современный крымско-татарский этнос. Как ни странно, утратив свое государство, крымские татары продолжали консолидироваться в одну этнокультурную общность. При всем ее расовом многообразии, множественности происхождения, обычаев, и всего, что входит в это понятие культуры. То есть с прекращением Крымского ханства процесс образования и развития крымско-татарского народа, несмотря на все трудности и попятные движения, и демографические потери и так далее, он не только не остановился, а продолжился вплоть до XX века и по настоящее время. Подводя итоги нашему рассмотрению формирования крымских татар горно-лесного региона и южнобережного региона, мы можем заметить, что представители различных этнических групп западноевропейского, готы, росы или русы, венецианцы, генуэзцы, восточноевропейского, славяне, но это относительно небольшая часть, кавказского, армяно-кыпчаки, черкесы, грузины, ближневосточного османового происхождения, поселившись в Крыму в различное время, в V веке до нашей эры, XV веке нашей эры, на протяжении столетий в разной форме взаимодействовали между собой, внеся свой оригинальный вклад в становление крымской и крымско-татарской культуры. Военная и политическая конкуренция средневековых государственно-политических единиц на территории Крыма
и периодические вооруженные конфликты между ними не привели к полному истреблению или исчезновению какой-либо из этих групп. Оказавшись под властью Крымского ханства или Османской империи, они были в языковом отношении тюркизированы, в религиозном частично исламизированы. Однако многие из них сохранили свои культурные особенности и религию вплоть до конца XVIII века. Взаимодействие и частичное слияние с носителями эллино-румейского наследия дало начало новым крымским этносам – урумам и румеям. Переселение крымских христиан в 1778 году под конвоем русских войск в Приазовье прервало естественный процесс их развития в Крыму, объединило общекрымскую культуру. В настоящее время они существуют за пределами исторической родины Крыма в новом этнокультурном окружении. Культурное наследие крымских христианских этносов, конечно же, нуждается в защите, сохранении и изучении. Результатом взаимодействия с потомками тюркских народов стала взаимная аккультурация, этническое смешение этих групп между собой и другими крымскими этносами, давшее начало новым крымским народам и их этнографическим группам – караимам, крымчакам, крымским татарам, в том числе так называемым ялабыйлю и татам, которые являются такой же частью крымских татар, как и все остальные. В следующей части цикла аудиолекций о народах Крыма вы узнаете о крымских чингине, этнической группе, которая частично вошла в состав крымско-татарского народа, сохранив при этом отдельность. Вы узнаете, какими путями и в какие периоды они пришли в Крым, как складывались их отношения с крымскими татарами, какие профессиональные занятия были характерны для разных групп чингине и как их судьба сложилась в XX веке.